Oyun bu hareket ise yaşayıştır. Efsanevi Kırım Tatar koreografı baletmeister Ali Alimov tamam böyle düşünüyordu. Meşhur hocamız bütün hayatını tamam milli sanatımızga bağışladı. Kırım Tatar medeniyetini saklap, inkişaf etmeye tırıştı. Ulu oyuncumuz Ali Ağa Alimov 1927 senesi Mart'ın 14'ünde Bakşisaray şehrinde dünyaya geldi. Tamirları ise Kırım'ın Ozgun ve Dülber köşeciğinden yani özün baş taraflarından idi. Ali Alimov'un gençliği Akmescit şehrinde geçti. Tamam genç çağında onun icadi kabiliyetleri ve istidatı belli olmaya başlaydı. Его отец был директором банка сначала Бахчисарая, потом Симферополя, Осман Алимов. А мама Зейнеп Алимова, она возглавляла пионерские лагеря и даже встречала, оказывается, вот он мне рассказывал, Надежду Константиновну Крупскую, сопровождала ее в Артек. Али Ага с детства, вы знаете, он проявлял любовь к искусству. Он был, будучи ребенком, постоянным, неизменным посетителем русской труппы Горьковского театра. И там же показывали свои спектакли труппа Крымско-татарского театра. И вот Али Ага, он был таким завсегдатаем этих постановок. Все билетеры уже знали его в лицо и пропускали бесплатно. То есть вот эта тяга к искусству и театральному, и хореографическому. То есть этот ребенок, он впитывал в себя. Ну, наступает война, 41 год, оккупация в Симферополе. И в возрасте 16 лет Али Ага вместе со своим народом оказывается в ссылке. Alimovlarının ailesi Andijan şehrine düşe. Bu ağır günlerde sağ kalmak için Ali Ağa birçok işten uğraştı. Aydavcı olup çalıştı, zavodga işe kirdi, emdi ayakkabıcı olup, bu zinatta da özünü sınap baktı. Tamam Andijanda o belli bestekarımız Yaya Şerfedinov'le tanış ola. Ve o yaş oğlanını Ahun Babayev adına Uyghur Cumhuriyet Teatrı'nı çalışmağa davet etti. Нельзя не упомянуть сегодня, конечно, людей, которые сыграли огромную роль в его становлении и как личности, и как профессионального человека. Это прежде всего Беляков, который был главным режиссером Кремлевского дворца города Москвы. И это был тот человек, который сформировал его, наверное, направил его в нужном направлении. Безусловно, эти потрясающие педагоги, у которых учился Али Ага, танцовщица, балерина Галина Уланова, знаменитый хореограф Игорь Моисеев, Серов. Это его педагоги, у которых он занимался в Москве. В конце 60-х Али Ага переезжает из Андижана в Одессу. И там очень было, конечно, сложно остаться. Попал он туда благодаря приглашению своего дяди. Это знаменитый военный журналист Ахмет Ага Озенбашлы. Но, тем не менее, первое время было невозможно прописаться. И только благодаря вот этому его богатейшему опыту его взяли на работу. И в Одессе, конечно, он возглавил коллектив хореографический. Проживая в Одессе, он дважды по приглашению художественного руководителя ансамбля Хайтама в Ташкенте, знаменитого нашего певца Февзи Белялова, приезжал в Ташкент и дважды осуществлял постановку для этого легендарного ансамбля. Öz muvaffaqiyatlarına bakmadan artistnin esas arzusu vatanğa qaytmaq edi. 1989 senesi o Kırım'a qayta ve şu çok yıllar devamından son birinci olarak Kırım'da Uçan Su ve Fidanlar Bala ve Usmürler ansambellerini yarata. Birinci 20 yıl içinde ansambl Kırım'ın bütün şehirlerinde
Ve çoxtan çok memleketlerde öz çıkışları ile erkesini ayrıtı kaldırdı. Uçansu ansambli bütün oyuncular için büyük bir aile ve ikinci ev gibi oldu. Мы с мамой увидели объявление в газете, что приглашаются дети на кастинг в хореографический крымско-татарский ансамбль. И я очень загорелась, меня мама повезла в Симферополь. Кастинг проходил в помещении Крымско-татарского театра на 3-м этаже, как сейчас помню. Было много детей, много родителей. Заводили по несколько детей в отдельное помещение. Сервера Хакакура играл на аккордеоне, и мы шли по кругу в такт. И мы шли под музыку. Аляга смотрел, как двигаются дети под музыку, выделял детей и приглашал их на первые пробные репетиции. Так я попала в Очансу. Ben o vakit şaştım. O kadar içinde büyük bir sevgi, büyük bir isteği, ben oynayacağım, ben yırılacağım, ben çalacağım der. Böyle bizim istidatlı bağlarımız geldi. Onlar şimdi osip çıkanlar, onlar endi bizde de çalışkan söyleri var. Demek Aliağa öz istekten, sevgisinden, güçten büyük faydalı şeyler kaldırdı özünden son. Şu şeyler devam etti. Çünkü şu talebeler, onlar birinciden insan olarak medeniyetli insanlar osip çıkanlar. İkinciden öz sanatını, öz dilini bilgen, anlayan. Ali Alimov balachıqlarını xalq sanatımızla tanıştırmağa başlayan ilk insanlardan biri idi. 1994 senesi o Kırım'da birinci olarak Kırım Tatar xoreografiyasına bağışlanğan kitabını neşir etdi. Ve bu kitap usulü kullanma olarak çok yaş oyuncularga yardım etti. Uçansu ve Fidanlar ansamblerinin repertuarında çoktan çok oyunlar olgan. Onlar herkesini ayrıtte kaldıraydı. Bugün baletmeisterinin birçok talebeleri onun işini devam etip, yangi nesillerni milli oyunlarımızga öğreteler. Bir taraftan böyle ciddi, böyle keskin hattı bir insan görünüyordu. Tanış olmayan insanlar için. Girdim işte kabinet içine, hem keçte kaldım dersten son. Anda repetitsiyaya hepsi tura, hatta şimdi ders başlanacak. Selamun aleyküm, mülkün mü? Birinci neme aytı. Keçiminde keldim, korkam, içim kaldıra. Ben senin cedvelge yazdım mı? Adın, soyadın var mı? Yazdım. Ay yaxşı turanda geldim. Ve ondan sonra işte mutlaka bu insan benim yaşayışımda işte çok yıl devamında iştirak etiydi. Neçün adamlar tek isteydi mutlaka anda tırışaydı, barmağa ve çapa keleydi. Oyunlarına girmek için yok. Çünkü o son növbetteki seviyede duraydı. Birinciden hepsi gideydi bu muhitini duymağa. Bu dostluk, kardeşlik, bu sıcaklık muhitini duymağa. Bu adamların içerisinde bulunmağa, gönlünü hoş etmeye. Ondan sonra işte elbette seve kuvana oyunlarını da öğrendik. Sanatımızı bildik ve bu muhitte yaşadık işte. Şansı oyna, keçi oyna, olsun yarın ve güzel bu dünya. Hey şansı oyna, keçi oyna,
Kuy oyna vatanın. Кроме того, Алиага обладал уникальным чутьем на талант. Многие выдающиеся наши известные музыканты, исполнители начинали свою творческую деятельность именно с ансамбля Учансу. Нас с Алиага, конечно, объединяли большой такой аспект, да, и были очень родственными, во-первых, людьми. Не только я была членом его семьи, а он был главой, душой нашей семьи. Мы его все обожали. Но кроме того, меня с Алиага объединяла, конечно, работа, любовь к искусству и творчеству. Я хочу сказать, что мне с ним было всегда легко. И вот в человеческом плане, и как вот мой руководитель. Я глубоко убеждена, что если бы не Алиага, я бы не была бы тем, кем являюсь сегодня. В Крыму только благодаря Алиага, благодаря тому, что он был руководителем ансамбля Учансов, он дал нам возможность реализовывать себя в этом коллективе на самых различных концертных подмостках. И это, я хочу сказать, не только меня касается, но и многих-многих именитых артистов. Али Османович был педагогом-новатором. Вот. И, в принципе, на тот момент в Крыму он отличался от всех ансамблей именно Учансу тем, что концерты были яркие, интересные, разнообразные. То есть все номера были разных национальностей. Когда мы поехали, допустим, в Арабские Эмираты, в Оман, мы привезли номер с той тематикой, да, он, конечно, здесь не совсем его поняли, но настолько это было необычно и ярко. То есть также я, допустим, сейчас, закончив Пукет уже как 5 лет, да, вот, на сегодняшний день я также стараюсь, то есть брать не только крымско-татарскую хореографию, да, то есть у меня есть крымско-татарский ансамбль Бахчисарай, где у нас идет именно тематика, да, соответствующая, вот, и импульс, где эстрадная хореография, где я уже преподаю эстрадную хореографию, потому что также я занималась. То есть стараемся разнообразить репертуар, чтобы было не одно и то же, чтобы это было интересно, ярко, остросюжетно, как это делали Ага, чтобы в каждом танце был определенный какой-то сюжет. Определенный этап моей жизни прошел вблизи очень дружной семьи под названием Учансу. Возглавлял нашу семью Алиага. Он вложил в нас правильное воспитание, правильные эмоции в плане отношения к близким, к родным, к своей культуре, к своим традициям. По сей день то, что было заложено, я лично пытаюсь реализовывать в отношении своего ребенка, в отношении своей семьи. Этот период жизни был незабываемым. Всегда вспоминаем о нем с очень теплыми эмоциями, с небольшой грустинкой, что, к сожалению, его уже с нами нет, но его вклад в нас, он очень большой. Ему было 63 года, да, когда он создал этот ансамбль. Но это человек, которому в жизни не скажешь, что на тот момент было 63. Да? У нас сейчас люди в этом возрасте, вся жизнь прошла. А он именно начал, и он вселил нам вот эту веру, что жизнь, она, неважно тебе 20 лет, тебе 30, 40, 50 и так далее. То есть этот человек по жизни моторчик, по жизни был такой весельчак. И мы с ним не чувствовали, что ему 63, а нам там, да, 10-15 лет. Мы с ним всегда были на одной волне. То есть он был нам и как папа, и как дедушка, и как брат, и как друг. То есть вот всем он был для нас. Мы ездили в Новороссийск на концерт. После ужина мы вышли на улицу, и там местные ребята с машин включили лезгинку, выступали ребята.
молодежь начала танцевать. И Али-ага не выдержал. Он как ворвался в этот круг, и все. И молодежь просто-напросто аплодировали и, получается, уехали, потому что это было очень, очень классно. Так импровизировано и так от души. То, что Али-ага всегда это делал от души. Изначально начинали танцевать, крымско-татарские танцы разучить, но самый, наверное, запоминающийся номер на всю жизнь это был мой первый танец. Мне было лет 7. Напарница была Али-ага внучка Элина. В коллективе Учансу была кавказская попури, и в самом конце мы выходили с ней, там буквально минутку делали сольный номер. И это было очень-очень запоминающийся. Я выбрал вот этот путь творческого человека, являюсь сегодня, вот в этом году, опять-таки, благодаря моему руководителю, благодаря всем ему стараниям, то, что меня он учил, воспитывал как артиста, в этом году мне удостоилось получить звание заслуженного артиста Крыма. Я думаю, ему бы было очень приятно. Sana geldi, senin tatlı dudakların öpmeye geldi. Bu adi bir taqim degil. Bu bir vaqtlari sevimli o'jamiz, ajoyib bir inson Ali-ага Alimov bir yerga to'plagan buyuk bir ailedir. 2017 senesi ansamblning butun nesillari to'plashib, Ali-ag'amizning 90 yillig'ina bag'ishlangan ijodiy bir aqsham hazırladılar. Полный зал его учеников, знаете, он, несмотря на то, что ему было очень сложно идти, он сам на ногах прошел, на почетное место, и началась наша концертная программа. И первым номером была песня, которую я пела, а сзади были все наши участники ансамбля Учансу. Мы пели песню, посвященную ему. Ali-ага Alimov hayatının sonki kunlarına kadar öz işini bütün yürekten sevip Kırım Tatar xoreografiyasının inkişafına büyükten-büyük hisse koştu. 90 yaşına kelip o bu fani dünyanı terk etti. Ama onun hatırası her bir sanalaştırılgan oyunda her birimizin yüreğimizde ebedi yaşayacaktır.